Продлевая жизнь шедевров, уникальная выставка картин открылась в Чувашском художественном музее. Все они предстали в обновленном виде. Постарались сотрудники Всероссийского художественно-научного реставрационного центра имени Грабаря. На конференции они рассказали о том, как работали над ценными экспонатами. За полгода отреставрировали 74 произведения русской живописи 18-20 веков. Это беспрецедентный случай не только для Чувашии, но и для самого реставрационного центра. Хотя он сотрудничает с художественным музеем уже около 70 лет. В таких масштабах работы из коллекции нашего музея никогда не реставрировались. Из бюджета Чувашской республики на эти средства было выделено около 12 миллионов рублей. Коллекция не только обширная, но и многовременна. И каждой картине требовался свой подход. То, что хорошо для 18 века, не подойдет для 20-го. Поэтому методика лечения подбиралась индивидуально. У каждого мастера были, мы их называем феньками, которые он применял к каждой картине. Какой-то мастер очень хорошо любил делать замесы каких-то определенных красочных слоев, накладывал их как-то. У него были определенные любимые кисти, то есть это вот построение формы. То есть можно было это все просмотреть. Реставрационные работы предварял целый комплекс исследований. Картины побывали на рентгене, прошли через ультрафиолетовые инфракрасные лучи. Это дало возможность увидеть подготовительный рисунок, рассмотреть более поздние записи, сделанные поверх авторской живописи. Выяснилось, например, что Борис Кустодиев, работая над картиной «Венеция. Воспоминания», менял композицию, а желтое лицо Кузьмы Петрова-Водкина написано поверх женского портрета. Были отобраны пробы для физико-химических исследований, позволяющих установить состав красок и грунтов, а также их возраст. В центре имени Грабаря есть база эталонных образцов. С ними сравнивают вновь поступающие картины. Небольшая крошечная проба, она буквально меньше хлебной крошки, которая иногда бывает высыпается, когда вы едите, например, бутерброд или булочку. Она микроскопическая, порядка квадратного миллиметра. Это такой пирожок, состоящий из грунта, который лежит на основании произведения, красочных слоев, лаковых пленок, проклеек. И каждый вот этот слой мы исследуем. Благодаря коллекции нашего музея база пополнилась эталонными образцами с работы Алексея Кокеля. Исследование показало, что художник был большим экспериментатором. Использовал авторские грунты, собственную технологию письма. Эти новшества не лучшим образом сказались на сохранности картин. И реставратору Анастасии Шинкаренко пришлось немало потрудиться, чтобы укрепить красочный слой, сохранив рельефную поверхность живописи. Специалистам важно знать не только состав материалов, но и провинанс, происхождение картины, информацию о владельцах, путь, который работа прошла до того, как попала в музей. В некоторых случаях удалось подтвердить авторство художника. В других случаях, к сожалению, вот, что касается Рокотова, что касается Бровиковского, проведенные нами физико-химические исследования, рентгенографирование и сравнение с эталонными образцами, к сожалению, не подтвердило это авторство, но работы все равно прекрасные. Рокотов – работа неизвестного художника XVIII века, датировка подтвердилась. Первыми картины после реставрации увидели посетители Третьяковской галереи в рамках проекта «Золотая карта России». Сейчас во всей красе они предстали в родных стенах. Выставка в Чувашском художественном музее продлится до конца февраля. Лидия Галактионова, Виктор Степанов, Вести Чувашия.